Улучшение делового климата, национального рейтинга состояния инвестклимата, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, легализация теневого бизнеса, реанимация простаивающих предприятий. Такая работа проводилась Министерством экономического развития Ингушетии в 2022 году. Только за прошедший год в регионе реализовывались 4 крупных инвестиционных проекта, докладывает главе Ингушетии руководитель ведомства Эсет Тумгоева. Нами в этом направлении принято ряд нормативных правовых актов. Нами вот в наше нынешнее состояние санкционного давления внесены изменения в закон Республики Ингушетия по налогу на имущество организаций для поддержки тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность и с численностью. То есть вы категорийно подошли? Да. То есть именно, кто обеспечивает? Да, продовольственную безопасность и с численностью менее 120. Также нами внесено изменение тоже в закон земельных отношений для того, чтобы вот привлечь этих инвесторов, мы упростили и уменьшили порог. Большой объем работы министерство проделало и в части улучшения условий ведения бизнеса. Сейчас в регионе действует разветвленная система поддержки инвесторов. Введен режим единого инвестиционного окна, институт инвестиционных уполномоченных, определены инвестиционные ниши в различных отраслях. Рассмотрено 37 обращений инициаторов инвестпроектов, которые включены в реестр. Благодаря этой работе на данный момент инвестиционный портфель республики состоит из 46 проектов. Также нами внесено изменение тоже в закон земельных отношений для того, чтобы вот привлечь этих инвесторов, мы упростили и уменьшили порог, чтобы они могли без конкурса уже входить в инвестиционные предприятия. Также нами разработан регламент введения единого окна. Мы принимаем документы и сопровождаем. Нет, вот это сейчас работает или мы намереваем? Нет, работает. То есть единое окно есть? Обязательно. Для инвесторов? Для инвесторов есть. И мы его сопровождаем. Там есть перечень необходимых документов, и мы также что сделали в этом направлении, вот, чтобы вот простаивающих, вот с момента уже 2 года у нас таких простаивающих не было, потому что мы четко они выполняют требования, поставленные нами, чтобы инвестор, который приходит к нам, у него было финансовое обеспечение. Если он просто приходит с какими-то пожеланиями. В прошедшем году на территории республики реализовывались крупные инвестиционные проекты, в том числе строительство птицекомплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10 тысяч тонн в год. Также в 2022 велось создание первого на Северном Кавказе завода по производству детских санитарно-гигиенических средств, завода алюминиевых сплавов и реконструкция комбината строительных материалов «Неон». Создан у нас институт инвестиционных уполномоченных, это в муниципальном образованиях, потому что каждый у себя... Рекомендация была? Рекомендация была? Нет, мы уже вот определили их, узаконили. В каждом населенном пункте уже есть приказ, и они нам сведения представили, что есть инвестиционные уполномоченные выбранные. Они у себя на территории полностью смотрят, где у них даже... Они нам представили участки, которые возможно для предоставления инвесторов, для определения инвестпроектов. Они нам эти участки тоже предоставляют. Также приоритетным в работе ведомства остается развитие малого и среднего предпринимательства. Только за прошедший год количество субъектов МСП в республике увеличилось на 9,5%, а средняя численность работников субъектов МСП выросла почти на 22%. Более 3000 предпринимателей смогли получить в 2022 поддержку через Центр «Мой бизнес». В этом году реализация региональных проектов в рамках нацпроекта будет продолжена. Планируется предоставление комплекса услуг более 400 самозанятым гражданам и не менее 3500 субъектам МСП, а также жителям региона, желающим вести бизнес. Мы внесли статью 2 закона Республики Ингушетия для отдельных видов деятельности. Это мы уменьшили ставку налога с 6 до 2 предпринимателей, которые применяют. Мы провели 6 выездных заседаний. Мы в каждый населенный пункт и
города с выездом. Мы даже написали письма вот с теми этими республиками у нас, где есть соглашение, чтобы они тоже вот эту информацию у себя разместили. Я думаю, это у нас будет пополнение и увеличение этих предпринимателей, которые применяют систему. Это будет выход из тени, потому что им намного проще будет. Уже они и договариваться не надо каких-то. Он уже покажет честно покажет свой доход, платит свои налоги, у них проблем не будет. Говоря о намеченных планах, Тумгоева сообщила главе о том, что Минэком Ингушетии в 2023 году планируется реализация 4 крупных инвестиционных проектов на территории республики. В перечень входит производство газобетонных блоков и алюминиевых сплавов. План составляем по улучшению инвестиционного климата. У нас в сравнении с прошлым увеличился. У нас появилось доверие власти. Поэтому у нас сегодня, на сегодняшний день, у нас инвестиционный портфель составляет 46 проектов, в том числе 5 прорывных. Из них 9, которые вы одобрили, а в общем еще 16. Еще вот на одобрение мы в начале января будем подавать. Ну, по ним всю работу, которую мы провели, бизнес-план, требования, все они сделали. Идет работа с Министерством имущества по выделению земельных участков. Кроме того, ведется работа по реализации 5 крупных прорывных проектов республики, которые включены в модель социально-экономического развития субъекта. Их стоимость составляет свыше 13,5 миллиардов рублей. Сюда входит создание тепличного комплекса на площади 22 гектаров, развитие инфраструктуры всесезонного курорта Арамхи, строительство и создание индустриального парка Джейрах, развитие солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии и реализация кластера алюминиевой промышленности региона. В модели у нас определены 123 мероприятия до 2030 года на сумму 127 миллиардов. И количество рабочих мест, которые должны быть созданы, это 13 тысяч человек. Ну, мы эту модель дорабатываем, в том числе там есть 5 прорывных проектов. По этим прорывным проектам мы сделали, дорожные карты сделали, закрепили каждого человека. Глава подчеркнул, что прорывным проектам необходимо уделять особое внимание, и они в работе министерства должны иметь приоритет. Их реализация позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет республики, а также поднять на новый уровень экономику региона. Далее Махмуд Али Калиматов поинтересовался, какие проблемы сегодня стоят перед Минэком. Тумгоева сообщила, что ведомство испытывает острую нехватку сотрудников и нуждается в расширении штата. Наш штат составляет 49, из них у нас специалисты, которые занимаются работой, 30, а вот обеспечивающие остальные. А у нас стоят очень много задач, которые нужно в таком рабочем и быстром порядке решать. Подготовьте докладную на представить правительству и поручим кадрами, давайте подумаем, что делать, потому что везде не хватает. В ходе встречи говорили и о главном экономическом событии года. В сентябре в регионе состоялся 6-й республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия-2022». На нем были подписаны 10 соглашений на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей. В нынешнем году ведомство намерено в очередной раз провести форум и улучшить результаты его работы. Результатом проделанной работы Минэком за последние годы глава доволен. Выразил благодарность в адрес министерства и всего коллектива за то, что в нелегких условиях добросовестно выполняют свою работу. Я понимаю, что это нелегко, когда ковид и тут другие мероприятия, которые проводит у нас правительство. При этих даже условиях вы сумели все-таки. Самое главное – это прогнозирование, что у нас есть и чего мы можем завтра добиться. Ну и что делать? Какие нам те или иные отрасли развивать? Поэтому ваш же прогноз экономический вы должны. И обратите внимание, в этом месяце пишите. Мне сводную, когда будете давать по сельскому хозяйству, ее через призму обеспечения. Не просто вот мы там намолотили столько тонн зерна, там столько-то картошки. Почему это произошло, рост? Потому что семена, так же, как в этом году, заранее заложены. Сейчас вот по картошке, я знаю, семена мы уже заложили на следующий год. Было, значит, там обеспечение до 40 тысяч тонн, сегодня у нас 53 тысячи тонн. И, конечно,
обязательно стационарно, профессионально нам нужен цех по обработке шерсти. У нас очень много по особенностям нашей республики закалывается количество, и нам надо это продумать. Вы должны четко понимать, значит, уже с момента выхода, вступив в законную силу указа президента или закона любого, вы должны уже разрабатывать алгоритм решения. И сразу параллельно набирать пакет документов, необходимых представить. Немаловажную роль в развитии экономики республики сыграло и сотрудничество с другими регионами, а также странами. В 2022-м ведомство принимало участие в различных мероприятиях всероссийского и международного масштабов. Весной прошедшего года делегация Ингушетии побывала в Республике Беларусь для презентации инвестиционного и экономического потенциала Ингушетии. Кроме того, министерством был организован приезд делегации Республики Карелия. По итогам визита стороны договорились усилить взаимодействие двух регионов в части поставок овощей, фруктов и индейки из Ингушетии в Карелию, а природного камня и древесины из Карелии в наш регион. Диана Дударова, Новости 24.